Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Кто сходит с ума по вам? Кто вас любит, но молчит? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, кто сходит с ума по мне, кто любит и молчит. И давайте посмотрим, что расскажет нам песок высшей силы. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Давайте посмотрим. Кто тут сошел с ума, кто любит и молчит? Так, а вы сердцеедка, слушайте, ну вы тут мужчин, как семечки, направо и налево. Смотрите, какая у вас чаша. Вы видите? Вот, видите, огромная чаша. Чаша говорит о том, что вас любят. Но вы этой любви не ощущаете. Либо вам, в принципе, вот в жизни как-то не хватает, да? Не хватает. Ну, либо человек не говорит, либо тот, кто с вами сейчас рядом, как-то вас любовью не балует. То есть вы себя все-таки чувствуете как человечком немножко одиноким. Одиноким, и вам вот холодно. Холодно, некому согреть. Вас любят и вас любили. И вас еще в будущем будут любить. Это чтобы вы понимали и знали про себя. Вы, ну вот я вижу, по крайней мере, троих. Троих, для кого вы были роковой женщиной, либо еще будете роковой женщиной. Женщина, которая, ну, такая мадам фаталь, да, проходит прям красной нитью через всю жизнь мужчины. С вами встретился, не получилось, не смог забыть. И вот так до конца дней будет любить, будет думать, будет вспоминать. Три мужчины потеряли, либо потеряют голову из-за вас. Но, по крайней мере, я вижу двоих, а один у вас там в дальней перспективе, когда вы уже будете, ну, такая уже зрелая женщина, да, у вас вот появится новый ракурс, да, такая вот прям насыщенная красота, вот такой момент будет. И там у вас прям мужчина, но он, конечно, на геройство ради вас пойдет, там будет добиваться, там будет, что он только не будет делать. Даже, возможно, вы простите меня, пожалуйста, за это, но вот скажу, даже, возможно, будет вас подкупать, да, пытаться там деньгами соблазнить. Вот настолько с ума сойдет по вам. Вот самый первый, кто был в вашей жизни, вот он вышел, ну там дурачок был, честно, вот вы простите, конечно, но человек поймал жар-птицу в руки, да, сама прилетела, на руку села, а он смотрел на нее как дурачок и думал: боже, а что мне с ней делать? Ой, а я боюсь, ой, а вдруг там что-то со мной случится, там обожжет, да, не справлюсь, не удержу, кто-то там заберет. И вот так вот он вас носил на вытянутых руках, а потом положил и убежал, да, потому что страшно, не справлюсь, у меня интеллекта не хватает. Да вообще, да, что ж такое, боже. Поступил вообще, ну, так по-гадски, так по-глупому, да, тупо, просто, простите, но тупо поступил. Это вот первый, кого вы там с ума свели. Он до сих пор, понимаете, он вас до сих пор боится вот тех чувств, которые он испытал к вам, вашей красоты, вашего ума. Вот вас вот, да, вот боится этого и думает: ой, говорит, не, я бы не справился, я бы такую женщину, ну а что б я с ней делал? Ее на руках там надо носить, ее там в бриллиантах надо купать, а я-то не, я там простячок такой, да, что ж я сделал бы? Ай, королевна была, императрица, а я простой там холоп, да. Хотя, знаете, вы бы из этого холопа императора сделали, не меньше. Вот серьезно говорю. Вы такая, у вас все в руках ладится. Вот к чему не притронетесь, все цветет, все пахнет, все развивается, там здоровеет, улучшается. Вы такая, у вас ручки волшебные.
Энергия у вас живительная, целительная энергия. Вот знаете, вы, наверное, замечали, вот если кому-то там плохо, да, человек себя плохо чувствует, вот если вы до этого человека доторкнетесь, ну вот тронете этого человека или погладите, да, там голова болит, а вы там по голове погладили, человек себя лучше чувствует, успокаивается. То есть есть у вас такой дар, ручки у вас сильные, я это вижу, потому что вот даже по чаше, которая вышла в центре, это всегда говорит о том, что человек одаренный, и здесь, ну вот как целитель тоже отыгрывается. Тем более вот в потоке я считываю информацию о вас, я это вижу. Может быть, вы знаете, пользуетесь активно этим. Может быть, для вас вот я сейчас раскрыла эту тайну. Попробуйте. Эффект будет просто потрясающий. Насколько вот у вас сильные ручки. Сильные целительные ручки. Вы бы из него действительно бы сделали большого человека. Вы бы сделали. Вы такая. Вы не боитесь сложностей, вы не боитесь трудностей. Вы сильный человек, сильный, мощный и неунывающий. Вот. А он испугался, он сказал, боже, ну что, кто я такой? Кто я против нее? Никто. И вот выбрал такой путь, просто, скажем так, самоотвод взял, да, в один момент. Мало того, он еще вас как-то обидел, задел, какую-то прям занозу в сердце вам загнал. Может быть, уже с прошествием времен, ну, не так сильно вы на него обижаетесь, но неприятно, да, еще так вопрос есть, почему так поступил? Ну, потому что дурачок. Ну, какой ответ? Вот такой ответ. Я думаю, что вы уже и сами это понимаете, поняли давно и без меня. Ну, вот я вам подтверждаю, да, человек с невысоким интеллектом, еще и такой весь какой-то дерганый, абсолютно был незрелый в тот момент, когда вы встретились. Ну, не расстраивайтесь, он до сих пор не дозрел. Ну, таким человеком полуготовый. Да? Он таким человеком и проживет до конца. Вас он будет помнить всегда. Никогда не забудет. Нет. Никогда. Ну, а как ты звезду повстречал? Как ты потом это забудешь? Нет, это самое яркое воспоминание в его жизни, поверьте. Он ничему так не был счастлив и рад, как вам и вашим отношениям. Но вот психика не выдержала, да, поломался, надорвался, вот не потянул, да, вот эту ситуацию. Вот и все. Ладно, дело это прожитое, что уже к нему возвращаться. У вас, кстати, с этим мужчиной еще встреча будет. Встреча будет, вы обалдеете, вот как он выглядит, как он там опустился, как он там постарел, что с ним жизнь сделала. Это, ну, в принципе, и ожидаемо, да, если ума нема, считай калека. Так любил говорить мой преподаватель. Вот и вы так посмотрите, скажете, боже мой, и что с тобой жизнь сделала, как тебя тут потаскала, помытарила. Ну, это все он заслужил сам. Боженька дал шанс, дал любовь к вам, и вам дал любовь к нему. А он такой, опа, а я не могу, а я не знаю, я боюсь, у меня не получится. И все, и сам себе, вот, понимаете, приговор подписал. Так, встретитесь, обалдеете, не узнаете, ну, жалко, в общем, вам его будет. А он в очередной раз полезет за локоть себе кусать. Не достанешь, еще больше ему обидно станет. Так, дальше, кто вас любит сейчас? Но я так скажу, что этот человек не сейчас вас полюбил, он уже любит какой-то определенный период времени. У кого-то отыграется как вот там прям несколько лет уже даже, да, там год, два, может быть, 3. Ну, вы разные девочки, вот приблизительно я вам, да, общие такие портреты рисую. Это человек не свободный. Нет, он не свободный, там глубоко, далеко женатый человек с такими прям путами по рукам, по ногам и абсолютно, да, там безнадега жесткая. У вас, возможно, был треугольник, возможно, вы с ним и были в отношениях, но вовремя, скажем так, из этого треугольника-то вышли. Потому что там, как бы сильно он вас не любил, как бы сильно там не клялся, не обещался, но он слабенький и, ну как, слабенький эмоционально. И еще одна черта, вроде как положительная черта, то есть человек с высокой социальной ответственностью, то есть человек, который
ну, заботиться о тех, кто рядом. И его очень легко, вот знаете, держать на этом поводке социальной ответственности. То есть, ну, понятно, да, если жена есть, то она его постоянно вот на короткий поводок, так, к ноге, к ноге. И у тебя есть и я, у тебя там дети, еще что. Давай, ты должен, ты мужик, там, обеспечивай, работай. Ну, там мужчина как раб выглядит, понимаете? Раб не свободный. Ну что, раб полюбил. Ну, кто ему разрешит? Да никто. И у него не хватит, ну тут даже не желания, не знаю, как сказать, силы, да, не хватит. Может быть, даже какого-то себялюбия не хватит, да, чтобы сказать, я не раб, я человек. Я человек, я хочу любить, я хочу быть счастливым. Он не сможет, к сожалению, этого сделать. Да, иногда так случается, что мы как рабы своих высоких качеств. Это высокое качество, социальная ответственность. И не каждому оно дано, и не каждый может нести это бремя. Но вот такой мужчина попался. Он любит вас и любит очень сильно. У кого-то отыграется, что мужчина так и не смог вам сказать о своих чувствах, а у кого-то отыграется, что мужчина так и не смог сделать этот решающий шаг, порвать то, что уже ну просто там умерло, да, и его пора закопать. Вот тот брак, либо те отношения, абсолютно никчемные, ничтожные отношения, где никто не счастлив, там, ну, семья, да, муж, жена, дети, там, кошки, собаки, ну, никто там не счастлив. Там просто какой-то дурдом происходит, люди, ну, друг друга используют, да, живут там как враги друг на друга смотрят. Ну, кто будет счастлив в таких условиях? Никто. Вот он так живет, это его жизнь. Вот он всех на себя посадил и тащит. Ножки уже там подворачиваются, ломаются, стирает, а он все тащит и тащит. Я вам, девчонки, скажу, если он так и дальше пойдет, он себя загубит. Я не хочу, конечно, каркать, но здесь явно какой-то прям приступ у него будет. Приступ, и вот уже там... ну, попадет на больничную койку, там уже назад, знаете, как в прежней жизни не вернется. Так что вот прям полноценный. А все почему? А потому что вот эти вот пиявочные паразиты, которые всю жизнь его сосут, да, все соки вытащили. Вот как-то так выглядит. Я вижу, что вы... Может быть, вы сейчас с ним в отношениях, да, и он каждый раз вам говорит, что не, все, я там уйду, разведусь, там, меня затиранили, там, изничтожают. Но он не сможет, потому что там баба у него, эта женушка, такая змеюка, вы простите. Я всегда за брак, вот честно вам скажу. Но помимо того, что брак, я еще и за любовь. Потому что знаю, очень многие люди живут в браке, друг друга не любят, мучаются, страдают. И вот друг друга прям уж ненавидят, да, и все равно продолжают. Это дети у них растут, которые смотрят, как там мама с папой все время там собачатся, гыркаются. Вот эта ненависть постоянная в воздухе. Ну, никто там не счастливый, поймите. Ну, не надо так вот тебя силить, да, лишь бы там не сказали, что ты разведенка, либо что ты разведенный. Но это же ужас какой-то. Вот так нельзя. Вот в данном случае именно такой брак у мужчины. Я против таких насильственных действий, против того, чтобы люди вот так друг друга мучали. Понимаете? Еще раз говорю, в той семье, где мужчина находится, там никто не счастлив. Несчастлив. Если вы думаете, там, имею ли я право и прочее, вы его любите. Он любит вас, да. По идее, да, вот по высшей справедливости вы имеете право. Потому что самое главное – это любовь и счастье человека. Вот и все. Вот я вижу, что вы уже понимаете, что ничего не получится, а кто-то уже понял и с этим человечком расстался. А кто-то понял, что ага, я ему нравлюсь, и старается избегать, потому что знает, что мужчина в браке. Этот человек, он несчастный, я сразу вам говорю, ничего хорошего его не ждет. И, мои хорошие, вы ничего для него сделать не можете, к сожалению. Но вот этот вас, конечно, любит и... Видите как? Он любит, но себя не любит. Вот если бы он еще себя любил, вот вы бы были вместе, были бы счастливы, прожили бы долгую счастливую жизнь. Оно бы так и вышло. Ну,
не случилось, не получилось. Вот такой вот он человек, такая у него судьба. Так что, мои хорошие, тот, кто любит вас сейчас, абсолютно несчастливый человек. Так, про то, что вы очень симпатичная и очень многим нравитесь, ну, я думаю, тут не надо вам рассказывать, вы и сами знаете. А вы знаете, вы еще такой какой-то интересной красотой обладаете. Она как будто бы вот с каждым, да, вот вы в молодости были красивая, да, там, кто девочки молодые смотрят, вы сейчас очень красивая, кто-то из девочек смотрит меня уже там в определенном возрасте. Вот у вас красота, она очень необычная какая-то, вот я бы сказала, экзотичная какая-то. То есть вот ваше лицо, вот оно как притягивает, да, вот какой-то магнетизм у вас, что ли, есть. Вот хочется вас рассматривать, хочется вами любоваться, какие-то вот необычные у вас черты лица. И ваша красота, она с каждым годом, ну вот, знаете, бывает там, ну, как понятно, естественные процессы, там, женщины стареют и прочее, прочее. А у вас как-то по-другому идет. Вы как будто бы еще больше расцветаете, да, вот в каждом своем возрасте, в каждой своей поре вы не менее прекрасны, а то и более прекрасны, чем, например, там, несколько лет назад. Вот. И этот процесс, он такой, знаете, он не останавливается, и он будет продолжаться. То есть сколько бы вам лет не было, вы всегда будете невероятно притягательной для мужчин, и ну, женщины будут вам завидовать. Вы даже если за собой не следите, вот все равно у вас какая-то генетика такая хорошая, здоровая генетика, которая вот с вами это все делает, да, вот это волшебство. Так, ну и давайте про будущего скажу. В принципе, я уже говорила про него. Там мужчина, он какой-то то ли военный, то ли он какой-то чиновник, знаете, он богатый, и у него такое прям наследство большое, то есть там есть, что посчитать, на что посмотреть. Но вы не думайте, я ничего не хочу сказать, я вижу, что вы женщина честная, прямая, вам чужого не надо. Вы, если надо, себе сами заработаете, о себе сами позаботитесь. Вы не корыстная и никогда на это смотреть не будете. Вот. А там мужчина такой идет, он вдовец, скорее всего, будет не разведенный, а вот именно вдовец. Он очень порядочный и человек слова. Вот если он что-то сказал, вот он прям разобьется в лепешку, но он это сделает. Вот такой человек идет. Встреча у вас в будущем с этим человеком. Вот он в вас влюбится, правда, не сразу. Он, знаете, долго будет от этой любви вот увиливать, да, с одной стороны тянет, а с другой стороны, ой, а что это я, да, а что это я, так как мальчишка, да, вроде уж как уже не мальчик по возрасту, он как-то долго к вам будет присматриваться, а как только вот расслабится, да, любовь его и накроет. И вот этот мужчина, он будет вас добиваться вот всеми возможными способами, вплоть до того, что прям действительно будут говорить: я там тебе оставлю все наследство, там тебе, твоим детям и прочее, прочее. То есть, ну, как подкупает, да. Ну, он, понимаете, его можно оправдать. А как он все перепробует, возможно, вы там не будете соглашаться, и он, возможно, пойдет даже на этот момент. Значит, девчонки, пойдет, не пойдет, что скажу? Вот, скорее всего, с вот этим человечком вы и будете. Потому что он, несмотря на то, что он очень там порядочный и странный в каких-то моментах, он очень умный, хорошо образованный, со связями человек, который вот с ним побудешь 5 минут, как будто бы, я не знаю, энциклопедию прочитал. Он так красиво умеет говорить, он так интересно рассказывает, увлекательно, это прям залипательно. Вот сидеть, там, смотреть на него, слушать, он очень артистичный, какой-то вот прям такой, ну, харизматичный мужчина. Вот, и я вот так могу предположить, что да, вы с ним будете, вы его примете, полюбите, так же, как и он вас любит, и будете жить, не тужить. И больше вам скажу, этот мужчина, он вам очень приличное наследство оставит, вот прям отпишет вам. И это не значит, что вы там его будете, извините, на тот свет провожать. Нет, как-то вот сложится, что он вам что-то будет передавать, какое-то, может, имущество будет передавать, чтобы на ваше имя было записано, либо чтобы вы там как хозяйка, собственница были. Что-то вот такое будет происходить. Хороший мужчина, и этот мужчина, он вам идет, знаете, как
ну, как друг, сердечный друг, потому что заслужили, потому что хорошие люди должны быть счастливы. И вы ему наградой, и он вам тоже такой своеобразной наградой идет. Так что, мои хорошие, вы невероятная. Вы, мужчина, действительно, как семечки щелкаете, такая знатная сердцеедка. Возможно, кого-то сейчас удивило, и не спешите отнекиваться. Ведь вы не знаете, что говорят о вас другие. Вы вот в данный период времени, вот многие из вас просто живут сегодняшним днем. Вы кроме своих каких-то проблем, забот, вы ничего вокруг не видите. Когда вы в последний раз улыбались мужчине, когда вы кокетничали, а когда вы в последний раз обернулись и посмотрели, с каким обожанием на вас смотрят мужчины, даже незнакомые. Вот честно ответьте, да? Не было ж такого? Нет. А я вам говорю, мужчины вас любят. Мужчинам вы очень нравитесь. Мужчины к вам тянутся, очень симпатизируют. Просто вы этого не замечаете. Мои хорошие девочки, все будет замечательно. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.